В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. 1 год в эфире. 1 февраля 2018 года в 12 часов дня начал свое вещание новый информационный телеканал «Якутия-24», который был создан на базе Саха-24. Это единственный телеканал в республике, который имеет собственное программирование и вещает круглосуточно. Прямые включения корреспондентов из городов и районов Якутии, столицы России и зарубежных стран позволяют доставлять зрителю новости максимально оперативно. Мы первыми оказываемся на месте событий, сообщая о происходящем. Трансляции и видеозаписи нашего канала расходятся по всему свету. Мы сотрудничаем с разными телеканалами не только со всей страны, но и мира. «Якутия-24» – единственный региональный телеканал, который ведет прямые трансляции важнейших республиканских, общероссийских и мировых событий. 12 новостных выпусков каждый будний день. Помимо этого, каждое утро вы встречаетесь с часовым эфиром «Утро событий», а итоги недели мы подводим по субботам в программе «День за днем». Новости спорта, экономики и криминальные известия в спецрубриках каждый день. Также на «Якутия-24» самое интересные со всего мира выпуски других новостей, лучшие документальные фильмы, актуальные интервью на самые злободневные темы. Год работы – это огромный инфопоток самых важных и интересных новостей. И только сегодня, в день рождения канала, жители Якутска и Нерюнгри имеют уникальную возможность поделиться своими новостями. Для этого вам нужно подойти в Якутске в 11 часов и 15 часов на площадь Орджоникидзе, а в Нерюнгри в 13 часов к Дому культуры имени Пушкина в самом сердце города. Там необходимо найти съемочную группу нашего телеканала и рассказать нашим корреспондентам, что интересного и важного произошло за минувший год в вашей жизни. Но, тем не менее, за целый год, это недолгое время, наши корреспонденты сделали немалое. Зачастую, благодаря работе журналистов, решались важные вопросы простых граждан. В течение дня наш канал вернется к самым запоминающимся историям, расскажет об особенно драматичных или трогательных из них и отследит решение наиболее острых проблем. К примеру, с середины лета мы вместе с многими жителями Якутска с тревогой следили за работой подрядчиков фонда капремонта, которые явно отставали от графика. Кристина Якупова расскажет о том, почему и чем были разочарованы жители одного из домов в центре Якутска. Капитальный ремонт летом прошлого года затронул множество домов в столице. Но в некоторых зданиях он затянулся до наступления зимы. Работы велись очень медленно, что не могло не встревожить жильцов. Все, у нас подготовка к зимнему периоду. Вот они все бросили, в соседний подъезд убежали. Ирина Ремигайло продемонстрировала нам все прелести подъезда. В этом доме она живет уже 47 лет. Из них 22 года ждала каких-либо изменений на лестничной площадке. В 2018 году ремонт в подъезде наконец начался. Но, увы, такой долгожданный момент радости не принес. Все окна вот они сняли, не вставили, вот они стоят, да? А это самое не вставили. И когда нам отопление дадут, я с обогревателем под 2 одеялами сейчас уже мерзну. После выхода сюжета подрядчик фонда капитального ремонта работы в подъезде возобновил. Но качество ремонта жильцов не устроило. Я недовольна вообще капремонтом. Не знаю, ничего не делается. Я возмущена тем, что капремонт пришел на нуле. В фонде капитального ремонта жильцов и нашу съемочную группу заверяли, работы закончатся до запуска тепла. Но на деле час ремонта все же перенесли уже на этот год. Впрочем, если бы съемочная группа вовремя не вмешалась, поторопив таким образом подрядчика, всем жителям многострадального дома и вовсе пришлось бы на всю зиму искать другое жилье. Вот хочется большое спасибо сказать, то, что на нас обратили. Благодаря вашему вниманию, что вы вот всех комиссию эту вот создали, и как-то и мэрия стали, и Октябрьский округ, вот представители на нас обращают внимание. А так у нас вообще, говорю, 16 градусов в квартире было. Сейчас вот ждем лета, сказали, что продолжение ремонта будет. Когда возобновятся работы по капремонту и насколько они будут качественными, мы продолжим следить за ситуацией. Кристина Якупова, Якутск. В течение года наши корреспонденты не раз освещали и ситуации с животными, и следили за их дальнейшей судьбой. Клонирование якутской охотничьей лайки, выведение нового вида животного Якутской сельскохозяйственной академии и другие сенсационные события. Но больше всех зрителям полюбились медведица Харчана и Маламутрута. Подробнее о том, как сейчас поживают герои этих сюжетов, в материале Анастасии Даниловой.
История породистой собаки Маламута из Мирного затронула сердца не только защитников животных, но и простых якутян. В начале 2018 года собаку по кличке Рута нашли на одной из трасс Мирного с обмороженными лапами. Любители животных подобрали бедную собаку и через социальные сети начали сбор средств на лечение. Тогда мирнинцы менее чем за сутки собрали 160 тысяч рублей. После собаку отправили в Новосибирск на ампутацию лап. Задние лапы в таком же состоянии, тоже требуется ампутация. Общее состояние собаки сейчас нормальное, она проснулась, полностью эта операция отошла. По поводу протезирования вопрос остается открытым. Сложности заключается в том, что вес собаки очень большой, 32 килограмма. Необходимо ампутировать 4 конечности, соответственно, необходимо поставить 4 протеза. Мирнинцы пытались найти хозяина собаки, но никто так и не объявился. Сейчас Рута вот уже более года находится в Новосибирской ветеринарной клинике под присмотром специалистов. Ветеринары решили оставить ее у себя, так как очень к ней привыкли. Хорошо, молодец. Зая дома. Зая гуляла и пишила на улице. Чуть больше года назад из якутского зоопарка Арто-Дайду в Петербург была передана белая медведица Харчана. Мы продолжаем следить за тем, какие изменения произошли в ее жизни. Многие называют ее снежинкой, но те, кто с ней работает, все-таки называют натуральным именем. Харчана как-то прижилось, пусть оно необычное. Но она же у нас не единственная из Якутии, да, у нас есть корова, бык, они тоже носят якутские имена, и никто их не переименовал. А Сахая, корову так зовут якутскую, она стоит на детском зоопарке вот там, и бычка зовут Мааны. Вытянутая мордочка, длинная шея и огромный размер ноги. За год проживания в Петербурге Харчана заметно подросла. При этом, как отмечают сотрудники зоопарка, вместе с внешними данными у медведицы изменились и повадки. Так у Харчаны появились новые привычки. Например, она любит поваляться в редком петербургском снежке. Она так наслаждается. Прям. Ей очень нравится. С утра вот ей на туалет посыпали бачками. Наконец у нас, можно сказать, второй снег в этом году выпал, так что его можно набрать и кинуть ей в клетку. Кроме того, вы видите, что у нее вся клетка, там, где бассейн, покрыта льдом, и она на нем катается, как с горки. По прямой. Сейчас у медведицы все хорошо. Апартаментам Харчаны можно только позавидовать. В ее распоряжении помимо спальни и игровой имеется комната с бассейном. Зима – самое благоприятное время года для белой красавицы. Ведь со снегом у Харчаны связаны самые важные вехи в ее жизни. Первый выход в свет в Арто-Дайду и даже приезд в Ленинградский зоопарк сопровождался густым снегопадом. Не очень. Лучше бы сейчас снег бы падал, было бы лучше. Якутия-24 продолжает следить за самыми интересными и трогательными судьбами четвероногих. Анастасия Данилова, Дмитрий Тымыров, Санкт-Петербург, Мирный, Якутск. Мы продолжаем, переходим к другим новостям. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 городах России. Недели ранее превышение этих показателей отмечалось только в 11. Причем в Якутске показатель заболеваемости самый высокий. Об этом свидетельствуют данные мониторинга за 4-ю неделю января. По данным специалистов, заболеваемость также выросла в отдельных возрастных группах, особенно среди школьников и взрослых. За 4-ю неделю января с диагнозом грипп госпитализировали 1132 человека, что выше его базовой линии в 8,8 раза. В регионе также отмечают рост эпидпорогов не только по ОРВИ, но и по так называемому свиному гриппу. Количество заболевших уже составляет 14% от общего числа заболевших. В первую неделю 2019-го заболевших было всего 3%. Наибольший рост заболеваемости отмечен в Якутске, а также Хангаласском, Усть-Алданском, Нюрбинском и Мегино-Кангаласском районах. Специалисты отмечают, что все заболевшие не были привиты от вируса. Это тот же вирус гриппа AH1N1, который циркулирует на территории всего мира, с нашей страны, республики с 2009 года. И начиная с 2009 года этот штамм вируса входит в состав вакцин. Из числа заболевших, которые госпитализированы по поводу уже осложнений от пневмонии, наверное, находятся на стационарном лечении, в общем-то, лиц привитых среди них нет. Это все те, кто заболел, не имели прививок против гриппа. Делайте выводы. В Ленске будущие солдаты явились на призывной пункт, чтобы пройти медкомиссию и в случае годности отправиться на воинскую службу уже в следующем году. Большинство ребят стремятся попасть в воздушно-десантные войска и военно-морской флот, но распределяют основную часть в сухопутные войска. Подробности далее.
Процедура первичной постановки на учет довольно простая. Ребята, которым в этом году исполнилось 17 лет, с медицинскими картами пришли в военкомат. Первым делом медкомиссия. Призывников осматривают 8 специалистов. Здесь все серьезно. Помимо осмотра, медики делают запросы в поликлинику и отслеживают состояние здоровья призывника, можно сказать, с самого рождения. Ошибок просто быть не может. По итогам осмотра будет принято решение о годности ребят к службе. На этой комиссии принимается решение о предварительной годности к военной службе по состоянию здоровья, а также определяется предварительно род войск, куда он пойдет служить. В последнее время все больше молодых ребят стремятся попасть в армию. Каждый из опрошенных ответил, что с удовольствием отдаст долг родине. Некоторые даже пытаются скрыть наличие хронических заболеваний. Попасть призывники в основном хотят воздушно-десантные войска. Я сегодня прохожу медкомиссию, хочу отдать долг родине своей. Давно для себя решил, что хочу пойти в ВДВ и, возможно, остаться там по контракту. Прохожу вот сегодня комиссию в армию. В принципе, хотелось бы идти на воздушно-десантные войска. Небо мне привлекает, хочется летать. Я хочу идти в армию с удовольствием, да. С детства хотел в армию идти. По словам военного комиссара, попасть в ВДВ мало кому удастся. Род войск определяется на основании прохождения медосвидетельствования и других параметров. Также проходит профессионально-психологический отбор. После этого комиссия принимает решение о его годности, а также направлении предварительном в род войск. После прохождения всех врачей молодые люди, стоящие в коридоре военкомата, заметно нервничают. Они прошли медосмотр и теперь ждут заключения комиссии, на которой врачи, представители военкомата и различных общественных организаций изучают личные дела ребят и выносят решение о призыве. Они скажут ребятам, кто годен и в какие войска попал. Те, кто окажется годным, они будут вызываться на призывные комиссии уже после того, как им исполнится 18 лет. После того, как мы закончим постановку граждан на воинский учет в городе Ленске, после этого мы поедем в Пелиду, Витим, и там будем проводить постановку граждан на воинский учет. В Ленске медкомиссию прошли 42 молодых человека. Из них 70% признаны годными к службе, 15% годных к службе, но состояние здоровья не позволяет служить в любом роду войск. Оставшиеся 15% отправлены на дообследование. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. К этой минуте у меня все новости. Оставайтесь с нами.